Задать свой вопрос президенту можно уже сегодня. Стартовал прием вопросов на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Портативные электропарковки на смену простым гаражам. В Якутске начались испытания в условиях Крайнего Севера. Устроит только победа. Якутянка Сардана Трофимова стартовала на чемпионате России по марафону. Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Начиная с сегодня, россияне могут отправить свои вопросы для пресс-конференции Владимира Путина. Для этого необходимо установить специальное приложение «Москва Путину». Оно уже доступно для скачивания. С помощью этого приложения можно будет совершить видеозвонок, записать видеовопрос главе государства, отправить ранее записанное видео с вопросом. Длительность такого ролика не может быть более минуты, а также направить текстовое сообщение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, работа таких сервисов позволит использовать в этом году на большой пресс-конференции элементы прямой линии. Поступившие вопросы будут обрабатывать волонтеры ОНФ. На предыдущих прямых линиях прием вопросов продолжался вплоть до окончания мероприятия. В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря. Ситуацию с распространением коронавируса в России стабильной назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что для снижения заболеваемости нужно сохранять профилактические меры. Министр отметил, что сейчас в стране обращают внимание на развитие ситуации по коронавирусу в конкретных регионах и принимают локальные меры, нацеленные на ограничение передачи инфекции. Важным аспектом является вакцинация, которую необходимо начинать проводить. В первую очередь, по его словам, вакцинировать необходимо медработников и учителей. Технологическая компания BioCat показала процесс производства российской вакцины от коронавируса на предприятии в Петербурге. Ранее сообщалось, что эта фирма выпустит 1 миллион доз препарата до конца года. Наши коллеги подробнее о выпуске вакцины «Спутник В». Завод в Петербурге, принадлежащий биотехнологической компании BioCat, продемонстрировал выпуск партии российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Руководство компании заявляло в ноябре, что планирует до конца года произвести 1 миллион доз препарата, в перспективе до 4 миллионов доз в месяц. Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельную отпускную цену на двухкомпонентную вакцину, разработанную центром имени Гамалея – 1942 рубля. Упаковка из 5 наборов должна стоить 9710 рублей. Ранее власти страны объявили, что для российских граждан вакцинация будет бесплатной и добровольной. В Москве пункты, где можно сделать прививку, заработали с 5 декабря. Первыми вакцинируются врачи, педагоги и социальные работники. По мере наращивания производства вещества круг его получателей будет расширяться, пока процесс не приобретет массовый характер. В числе других производителей вакцины «Спутник Ви» фигурируют компании «Медгамал», «Бинофарм», «Фармсинтез», «Генериум» и ряд других. Россия первой зарегистрировала средства от COVID-19 после 2 этапов тестирования. Третий и основной еще не завершен. В мире известны еще 3 препарата, готовых к применению. Увеличится резервный фонд Якутии для борьбы с коронавирусом. Это стало возможным благодаря увеличению безвозмездных поступлений в бюджет республики. Сумма поступлений увеличилась более чем на 11 миллиардов рублей. Изменения учли после уточнения сумм федеральных дотаций для обеспечения сбалансированности бюджета. Корректировка позволила полностью решить вопрос гарантии на получение качественного образования, а также закрыть разрыв субсидий организаций коммунального хозяйства. Кроме того, будут решены вопросы субсидирования санитарной авиации. Увеличится резервный фонд Якутии для борьбы с коронавирусной инфекцией. В целом работа правительства республики, нашего Елтархана, депутатов Государственной Думы наших, конструктивное отношение федерального правительства привело к тому, что мы 2020 год, хотя вот до последнего момента мы не то что боялись, чувствовали, в общем-то, очень сложный момент поступает, потому что по 2 основным направлениям расходов это финансирование нашего государственного стандарта образования. По нему у нас практически до конца года не хватало
более 3 миллиардов рублей. То же самое, порядка 4 миллиардов рублей не хватало по субсидиям объектов организации коммунального комплекса. Ну и были у нас проблемы определенные по заработной плате бюджетников. Как это выплатить до конца года, средств на это не было. Тем не менее, вот в целом общая работа привело к тому результату, что мы даже вот при принятии бюджета 2020 года отказались от кредита, который мы планировали получить до конца года. Алмаздортранс за 9 месяцев сэкономил более 10 миллионов рублей благодаря службе единого заказчика. Программу внедрили летом, она объединила несколько служб. О специфике и первых результатах работы узнали наши коллеги из Ленска. В этом гаражном боксе почти всегда очередь. Здесь осматривают транспорт перед рейсом и после. Определяют, что нужно отремонтировать. Все вместе – это служба единого заказчика. Для ее создания объединили несколько служб. Объединили службу ОТК со службой диагностики. Мы работали в службе диагностики, проверяли конкретно Вольво. Теперь у нас получается общая служба единого заказчика. После обслуживания в авторемонтных мастерских вновь осмотр. И только после него машина уходит в рейсы. Ежедневно проверку проходит около 10 машин. До ремонта и после. Алмаздортранс оценил эффективность новой службы. Результаты нескольких месяцев положительно сказались на производственном процессе транспортников. Пока мы только, наверное, плюсы наблюдаем, да, своеобразные. То есть у нас за 9 месяцев произошла экономия запасных частей на 1 километр пробега. То есть мы достигли показателя 2%. То есть это порядка более 10 миллионов экономии по запасным частям. То есть наладили учет по замене запасных частей, по их установке, то есть правильности ремонтов, ведения документации. Служба контролирует не только выполнение работ, но и техническое обоснование при использовании тех или иных запасных частей. Такую же работу с ноября этого года организовали в Мирнинском автотранспортном предприятии. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Портативные электропарковки на смену простым гаражам. В Якутске на базе автодорожного факультета СВФУ начались испытания электропарковок в условиях Крайнего Севера. Сегодня на испытательной площадке под пристальным вниманием сотрудников факультета находятся сразу 4 модуля, показания которых специалисты снимают каждый день. Так, датчики температуры установлены в моторном отсеке автомобиля и на боковой поверхности, поддоне и коробке передач, а также на поверхности обогревателя и около стоек. По словам специалистов факультета, в будущем такие электропарковки могут стать отличным вариантом для автолюбителей круглый год. По результатам ранее проведенных исследований мы пришли к выводу, что при длительном использовании портативных гаражей там большое количество накапливается влага, тем самым теплоизоляционность таких материалов она теряется, и поэтому мы пришли к выводу, чтобы обеспечивалась воздушная прослойка. Тем самым эффективность увеличивается при естественном конвексе и в любом случае нужен постоянный источник теплоты. Источником теплоты являются различные нагреватели, и в этом проекте мы использовали, это кварцевый подогреватель фирмы ООО «Ковчег». Далее о спорте. Якутянка Сардана Трофимова стартовала на чемпионате России по марафону. Трехкратная чемпионка страны нацелена только на победу. Забег в этом году проходит в Олимпийском парке города Сочи. Дистанция более 42 километров пролегает по трассе Сочи-Автодром. Конкурентки якутской спортсменки Татьяна Архипова, Луиза Дмитриева, Алина Прокопьева и другие сильнейшие бегуньи. Якутию представляет еще одна из лидирующих легкоатлеток республики Надежда Буд. Отметим, что олимпийский норматив составляет 2 часа 29 минут и 30 секунд. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу впервые пройдут в Якутске. Глава республики Айсен Николаев подписал распоряжение о проведении соревнований с 1 по 7 апреля следующего года. Сборная Якутии по кикбоксингу начала активную подготовку. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова.
свои 17 Егор далеко не новичок в кикбоксинге. Он победитель и призер многих региональных и всероссийских соревнований. Но пандемия сказалась на всех, и последний раз он выходил на ринг еще в начале этого года. Сложно тренироваться во время пандемии. У нас там все залы закрыты, там мы самостоятельно тренировались, бегали кросс. Некоторые самостоятельно, некоторые с друзьями. Мы очень рады за то, что нас пригласили на эти тренировки. Мы очень ждем чемпионат России. Во время действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, спортсмены занимались самостоятельно, и только сейчас у них появилась возможность начать полноценный тренировочный процесс. Собираем сборную для того, чтобы определить команду сборной юношеской и юниорской. В данный момент приехали ребята из разных улусов, должны провести контрольные бои, то есть отбор. Мы отберем ребят и их по отбору возьмем команду первую и вторую. Сейчас стартовал только первый этап подготовки спортсменов. Второй начнется уже в начале января следующего года. Финальным этапом отбора и подготовки спортсменов станут чемпионаты и первенства Дальнего Востока, которые пройдут в Якутске и Чите. Чемпионат Дальнего Востока у нас традиционно проходит в начале февраля. Память Александра Иванова. Наш чемпионат. Вот. Мы там будем. Это будет у нас как подготовительный этап, как генеральная репетиция перед чемпионатом России. Впереди большой путь подготовки, но якутским спортсменам необходимо преодолеть его за короткий срок и вернуться в форму, чтобы достойно выступить после вынужденного большого перерыва. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже на канале Якутия-24.